Далее в столице республики глава государства провел совещание по вопросам государственной поддержки приоритетных инвестпроектов и территорий опережающего развития в регионе. Владимир Путин дал поручение в осеннюю сессию внести в Госдуму законопроект о территориях опережающего развития регионов Дальнего Востока. Глава страны отметил, что главная задача сейчас – добиться кардинальных решений зримых системных проблем Дальнего Востока, а это слабая освоенность территорий, диспропорция в инфраструктуре, в транспорте, также в подготовке рабочих кадров. Большинство проблем Дальнего Востока требуют комплексного подхода, и их решением должны заниматься все министерства и ведомства. Кроме того, многое зависит от того, на каких направлениях будут сконцентрированы наши общие усилия. Хочу вновь подчеркнуть, главная цель – обеспечить подъем и опережающее развитие Дальнего Востока, превратить его в преуспевающий, привлекательный для жизни и ведения бизнеса регион. Создать точки роста, которые станут локомотивами будущего развития. В подготовленный правительством документ вошли 32 проекта, из которых 18 инвестпроектов и 14 территорий опережающего развития. По предложению руководителя Якутии Егора Борисова на территории республики предполагается создать 3 территории опережающего развития: алмазно-бриллиантовый комплекс, композитно-базальтовое производство и промышленный туризм, а также реализовать 3 инвестпроекта: Эльгинский и Нагринский по добыче угля и строительство ГОКа-Таежного по железной руде. В совокупности, если все они будут реализованы, в итоге валовой региональный продукт за 10 лет удвоится. Но чтобы этого добиться, уже в ближайшее время глава России указал на необходимость убыстрения процесса принятия закона.